учитывая, что я сейчас активно изучаю государственный язык, я стал заниматься в том числе домброй и впоследствии еще и петь на казахском языке, для того, чтобы погрузиться больше в казахскую культуру, для того, чтобы лучше чувствовать людей, для того, чтобы лучше чувствовать вот эту вот вибрацию степи. Вообще на финансовом рынке, я очень давно, много работал в разных крупных финансовых организациях, но в любом случае основное то, что мы делаем, это как можно более ранняя распаковка финансовых пирамид и лжеинвестиционных проектов и их демонстрация изнутри. И когда ты придешь в прокуратуру, там я хочу возбудить уголовное дело, и там потерпевших, например, нет, высока вероятность, что тебя развернут и скажут: иди найди там потерпевших. Перемены всегда начинаются с признания того, что не так. Добрый день, в студии работает Ботагос Умарова, и сегодня у нас в гостях Юрий Ли, кандидат в депутаты в Курултай от партии Акжол. Здравствуйте. Вы сегодня к нам пришли с домброй. Чем будем удивлять наших зрителей? Могу сыграть мелодию, которая мне нравится. Это песня Абая, стихи Абая «Жель сестюнди жарыкай». Классно. Скажите, пожалуйста, Юрий, как вам удается совмещать в себе и общественного активиста, и вы, занимаетесь борьбой с финансовыми пирамидами, вы автор идеи цифровой системы против мошенников, еще, как выясняется, вы музыкант. Как получается у вас по времени, как это все? Оно все одно на одно наслоилось на самом деле, да, то есть начал заниматься одним, потом появилось второе, потом появилось третье. На самом деле это все все вокруг моей личности, все есть я. Почему? Потому что опять же, из опыта, если ты занимаешься только профессиональной деятельностью, то в итоге ты очень сильно теряешь где-то в личном развитии. Да, и учитывая, что я сейчас активно изучаю государственный язык, я стал заниматься в том числе домброй и впоследствии еще и петь на казахском языке, для того, чтобы погрузиться больше в казахскую культуру, для того, чтобы лучше чувствовать людей, для того, чтобы лучше чувствовать вот эту вот вибрацию степи. И, в принципе, меня затянуло в это дело, учитывая то, что я не знаю ни нот, у меня нет никакого музыкального образования, я даже не музыкант, я просто любитель, чайник. А как идея пришла? Клип? У вас же клип буквально недавно вышел. Идея пришла такая, песня, на которую мы сделали клип «Казахосы», очень мне нравится по содержанию, мне хотелось как-то выразить вообще некий итог того, что я делал, как я играл на домбре, да, что я выучил эту песню, и мне хотелось просто поделиться с казахстанцами хорошим настроением и тем, что у меня внутри. И таким образом мы сделали этот клип и предложили зрителям. Скажите, пожалуйста, немножко такой образ у вас интересный. С одной стороны творчество, музыка, а с другой стороны очень серьезная тема. Вы руководитель проекта «Стоп Пирамида КЗ». Расскажите, пожалуйста, как зародилась вообще эта идея и как давно вы занимаетесь? Вообще на финансовом рынке я очень давно, много работал в разных крупных финансовых организациях. И перед тем, как попасть в Мажилис 7-го созыва, мне предложили работу создать Национальную палату коллекторов Казахстана. Это сейчас уже саморегулируемая организация, которая занимается регуляцией коллекторского рынка. И мне было интересно, почему? Потому что на рынке на самом деле был серьезный бардак. И я пришел в эту организацию, и ее, скажем так, сердцем стал портал «Стоп Коллектор», куда мы принимали жалобы на коллекторов, и потом по каждой жалобе разбирались, кто грубил, кто матерился, кто там применял различные незаконные методы взыскания. И в процессе общения с людьми там выяснилось, что очень многие люди, которые встают на просрочку, а мы знаем, что коллекторы общаются только с теми людьми, которые уже на просрочке, да, огромное количество людей, которые потеряли свои деньги либо в интернет-мошенничестве, либо в финансовых пирамидах, это 2019 год был, и они не могут платить кредиты.
Вот. Портал был создан, по-моему, он до сих пор работает. Я являлся автором этого проекта, потом я его передал. Вот. Но перейдя, уже будучи избранным в Мажилис 7-го созыва от Ассамблеи народа Казахстана, в первый же день на моем столе оказалась куча жалоб на интернет-мошенничество, на финансовую пирамиду. Вот. Я стал смотреть содержание, учитывая, что я тематику эту понимаю уже. Ну, есть вариант такой, что ты берешь и отписываешь куда-то, да, эту жалобу. Вот. А есть вариант, когда ты можешь поковыряться, там, поразбираться в тематике, поискать концы там, и так далее, и так далее. Вот. Пообщаться даже с людьми. Вот. И в 2021 году я зарегистрировал общественный фонд «Финансовая культура Казахстана», на базе которого был создан проект stoppyramida.kz. Был создан сайт для сбора, в том числе жалоб. Был создан сайт, где мы выкладывали видеоролики, как не попасть в руки мошенников, финансовой пирамиды там, и так далее. Сейчас мы уже 3-ю версию сайта запустили, об этом, наверное, чуть позже поговорим. Вот. И таким образом я пришел к тому, что в течение 7-го созыва удалось реализовать законотворческую инициативу. Это поправки в Уголовный кодекс, уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид, статья 217 прим. 1. Там на самом деле была концепция чуть-чуть другая, но удалось, скажем так, отстоять вот хотя бы эту позицию. Вот поэтому итог депутатства, в том числе такой. Можно, вот очень интересно, я немножко вот отойду от сценария и хочу спросить у вас относительно коллекторов. Действительно до сих пор продолжается вот это вот вакханалия, когда они людям звонят, угрожают, бывают случаи, что людей доводят до суицида. Вы как-то отслеживаете до сих пор вот этот вот, как процесс происходит? Потому что хорошо, что есть такие, как вы, которые об этом говорят, а то как будто бы эта тема особо и не обсуждалась в обществе. Смотрите, мы на тот момент, когда я работал в Национальной палате коллекторов, мы на самом деле, это не афишировалось вообще, лишили там порядка десятка компаний контрактов с крупными банками, да, за то, что они нарушали процедуру, по которой предусмотрена законом о коллекторской деятельности, и там, наверное, 3 людей были уволены, когда мы зафиксировали все вот эти вещи, да, нарушения. Сейчас этим занимается уже на базе Национальной палаты коллекторов. Я, насколько знаю, создана СРО, это саморегулируемая организация, которая регулирует тех коллекторов, коллекторские агентства, которые вошли в эту организацию. Сейчас глубоко я не знаю, что там происходит, но я могу вам сказать, что последние кейсы, которые мы видим, из-за того, что государство, скажем так, государством были ужесточены меры по потребительскому кредитованию, да, то есть в отношении там, военнослужащих ограничения введены, в отношении лиц до 21 года, в отношении пенсионеров. Да, там новые вступили в действие правила по коэффициенту долговой нагрузки. То есть там очень много всяких ограничений для того, чтобы убрать вот этот так называемый кредитный шопинг. В том числе, кстати, очень там хорошие нормы по кредитному бюро тоже есть. Да. Раньше в кредитное бюро можно было подавать заявки, точнее в кредитное бюро раньше от финансовых организаций подавали заявки в течение 2 недель. И вы представляете, банки и кредитные организации не видят, какая кредитная история в течение 2 недель у человека формируется, и поэтому там он мог набрать кредитов огромное количество, и при этом его коэффициент долговой нагрузки там практически не взвешивался. И хоть что-то, чтобы сделать, мы сократили этот год в 7-м созыве до 1 дня, но опять же тогда мы начали дискуссию о том, что давайте делать онлайн, чтобы кредитная история отслеживалась онлайн, чтобы отчеты поступали онлайн, и было видно, что у человека за душой с точки зрения кредитной истории непосредственно вот в моменте, да, как оно есть. И сейчас определенные вещи сделаны. Все это очень сильно повлияло на то, что кредиты потребительские теперь вот так вот брать не получится, да, как это делали раньше, по 10 штук на день, и это хорошо. Но мы видим, что целый ряд криминальных групп начинает кредитовать людей под видом микрофинансовых организаций. У них есть сайты, они работают, дают рекламу на различных площадках в Казахстане и выдают кредиты людям там, на срок до 30 дней. Да? И вот там методы взыскания, они, конечно, ни в какие рамки вообще
не влазит. Почему? Потому что если ты на коллектора все равно, если ты принципиально, грубо говоря, закусился, ты его можешь очень сильно наказать на самом деле. Потому что у нас есть финансовый регулятор, у нас есть национальная палата там, и так далее. Да? Вот. Ты опять же можешь записать эти звонки, это все равно выяснится, кто этот человек, там, и через доказательства ты все равно его можешь наказать. Ну, я знаю, как это делается. Да? Юрий, вот в 2 словах своим избирателям подскажите, как нужно противостоять хамскому отношению коллекторов? Смотрите, вот есть 2 вида, да, коллекторов. Это те, которые работают по закону, и те, которые работают вообще вне закона. Те, которые по закону работают, вы просто их записываете, то, что они вам говорят, да, вот в моменте. Обязательно спрашивайте фамилию, имя, отчество и, соответственно, название коллекторской организации. Вот. Если он хамит, если он звонит в неустановленное время, если он совершает звонки большее количество раз, нежели чем это положено по закону, вы обращаетесь в Национальную палату коллекторов, можете параллельно написать в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и добиваться наказания этого лица. То есть это реально. Если вы попали в ту ситуацию, когда вы взяли кредит, не зная у кого, думая, что это финансовая организация, а на самом деле это оказывается, ну скажем так, мошенники-незаконные кредиторы, лжекредиторы или ростовщики. Здесь уже ситуация сложнее. Почему? Потому что они и день и ночь звонят, делают фотографии там совсем, скажем так, в унизительном виде, собирают в чаты людей, которые являются знакомыми, родственниками там, и так далее, и вот внутри чата происходит давление на всех. Здесь только обращаться в правоохранительные органы. Это, в частности, мы сейчас по одному кейсу работаем и направляем всех в департамент по экономическим расследованиям города Алматы. Там этот кейс собирается. Уже на сегодняшний день там, по-моему, порядка 300 людей обратились. Но их на самом деле по территории Казахстана гораздо больше, потому что каждый день к нам обращается. Вот, поэтому в этой ситуации, когда вы понимаете, что давление происходит вот таким вот образом, и, кстати, вот как отличить, да, что вы получили займ от лжекредитора, от микрофинансовой организации? Все очень просто. Вы получаете этот займ с карточки физического лица, либо с криптокошелька неизвестно кого. То есть финансовые организации с карточек физических лиц кредиты не выдают. Да? Кроме того, в договоре обязательно указывается предельная ставка ГСВ, да, годовая эффективная ставка, чего вот в тех договорах, которые люди заключали, нет. Вот. И гашение этих кредитов происходит на другие реквизиты других физических лиц. То есть так микрофинансовые организации и банки не работают. Вот, поэтому, если вы в эту ситуацию попали, обращайтесь в Департамент экономических расследований города Алматы или к нам, мы подскажем, что дальше делать. Вот и мы плавно подошли, да, к вашей профессиональной деятельности именно по финансовым пирамидам. Расскажите, пожалуйста, что такое финансовые пирамиды, потому что мы слышим, что уголовные дела громкие. Что это такое? Можете рассказать более подробно? Финансовая пирамида – это такая масштабная финансовая схема, куда заманиваются люди под видом какого-то занятия каким-то бизнесом, продажи товаров или инвестиций. И весь поток наличности там формируется за счет того, что туда вносят вкладчики. И этот поток наличности потом перераспределяется в зависимости от того, кто там стоит в первых рядах. Да? Кто первый пришел, первый получает, кто второй пришел, там он позже получает. И таким образом получается, что те, кто пришел в пирамиду позже, уже, скажем так, на стадии, когда рынок, грубо говоря, впитал максимум в себя количество людей, и уже поток наличности замедляется, пирамида падает, и вот эти последние ряды, они ничего не получают. А получают те, кто стоял в самом начале. Вот поэтому это такая мошенническая схема, которая маскируется под различные бизнесы, под потребительские кооперативы, под разные вывески, и где есть обещание людям выплаты достаточно высоких и быстрых доходов, но вся выручка формируется от потока наличности за счет вкладчиков, и эта же выручка распределяется в дальнейшем на выплату дивидендов. Бизнеса там никакого нет. И, соответственно, как только прекращается приток вкладчиков, уменьшается резко, ну или постепенно поток наличности, неважно, да, то пирамида это замедляет выплаты, а потом вообще их прекращает.
Вот и все. Сегодня стало вот больше таких пирамид или меньше? Люди стали умнее как-то или все по-прежнему так же верят в эту систему? Смотрите, на самом деле на сегодняшний день, а история уже там с начала там, 90-х, да, с МММ, со Смагулов, ИК там, и так далее, насчитывает достаточно большой период времени, да, люди поменялись на две части просто. Есть профессиональные вкладчики, которые знают, как на этом заработать, как вовремя зайти, как вовремя выйти, и они подстраиваются под лазейки в законодательстве там, и так далее, может быть, где-то под коррупционные вещи и зарабатывают на этом. И те люди, которые, грубо говоря, извиняюсь за такой термин, либо не догоняют, да, вот, что эта пирамида как бы уговаривает себя, такие, знаете, пограничные зоны бывают. Может быть, это не пирамиды там, и так далее. Или где люди совсем не понимают, что это обман. Вот. Для вот этой второй категории людей мы с ней очень часто сталкиваемся. Сначала мы от них получаем хейт, когда публикуем, назовем это распаковка, разоблачение, да. А потом они выстраиваются в очередь, куда заявление подать. Это одни и те же самые люди. Так вот, самый главный их аргумент, так нам же платят. То есть им без разницы, что это за проект, чем он занимается, там и так далее, да, то, что там компания не зарегистрирована, да, то, что движение идет все либо по криптокошелькам, либо через карты физических лиц, что там лицензия поддельная или вообще лицензии нет. То есть там куча вообще, букет всяких признаков, но этим людям достаточно того, что нам же платят. Да. И наживкой выступает вот это. И вторая наживка, она всегда была и есть, показывают людей, которые там с пароходами, квартирами, машинами, скорее всего, арендованными, может быть, которые вот уже заработали, они там на вершине, на пике славы, там закрыли все свои кредиты и живут где-то очень хорошо. Схема очень простая, просто технологии позволяют ее масштабировать и окрашивать более ярко и быстро. А вот какие схемы наиболее популярны в Казахстане? Смотрите, самая популярная схема на сегодняшний день, она не только в Казахстане популярна, она вообще во всем СНГ популярна, потому что к нам пишут потом из Турции, из Азербайджана, Турция не СНГ, понятное дело, Кыргызстан, Узбекистан, там Россия и так далее, это тапалки, где людям говорят, что мы там, грубо говоря, работаем с ТикТоком, мы продвигаем интернет-магазины, или мы работаем с крупными, мы являемся вообще крупным производителем контента, там, например, под вывеской Warner Brothers, это вот официально есть уголовное дело, где взяли название Warner Brothers, и ты должен, значит, просматривать там контент, кликать, и тебе будет начисляться за это доход. Вот. Работа не пыльная, ты просто проходишь регистрацию, оставляешь там все свои персональные данные, делаешь вклад и начинаешь там кликать. Вот. По мере того, когда ты там накликал, тебе говорят, слушай, ты так хорошо кликал, давай мы тебя в VIP-чат или там на VIP-пакет переведем, но тебе нужно там уже не $100 нести, там, а 500 тысяч. Он там потом на 500 тысяч накликал, ему говорят, ты вообще красавчик, давай теперь квартиру там продай или кредит возьми, внеси там 10 миллионов. И, соответственно, накликай себе там на Мерседес, на самолет, там, я не знаю, на что, да, на что угодно, кредиты закроешь там и так далее. Вот. Учитывая, что человек 2 раза там, например, пакет менял, ему везде выплачивали, и мы знаем даже случай, там, человек 300 тысяч тенге внес, через 3 месяца 3 миллиона получил. Ну, почему бы, да, там, типа, не вложиться. Вот. И вот такие вот вещи, они подходят, когда уже с людей начинают максимально суммы отжимать, там же и суммы дивидендов будут выше, да, на эти суммы, это уже близится крах пирамиды, мы это знаем. И, соответственно, очень многие продают активы, берут огромные кредиты, заталкивают в эту пирамиду, и на этом там тапалка в какой-то момент заканчивается. Заканчивается она таким образом, что типа, ребята, у нас тут сбой в системе, выплатить ничего сейчас не можем, все ваши деньги в порядке, они на картинке видят, что там вот миллионы эти висят, и ждут. Мы знаем случаи, когда вот уже ждут больше 6 лет. Это, причем там люди, кстати, не такие, там, которые по $100 платили, там 10 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, вот думают, что там какой-то сбой до сих пор. Вот, поэтому тапалки – это самая такая тема, которая очень популярна. И мы в прошлом году, только то, что вручную удалось увидеть, порядка 600 таких тапалок только через соцсети увидели, как они высыпаются.
под разными видами, используя логотипы разных компаний, мировых, казахстанских, там и так далее. А вот еще какие-то путешествия, я знаю, надо вложиться, куда-то там они на яхты все куда-то плывут, значит, это что за... Это не есть схема мошенническая? Что касается закрытых клубов путешественников, эта история вообще там очень древняя. Если вы помните, может быть, еще там в начале 2000-х в аэропортах все время стояли люди и там предлагали какие-то призы, потом приходи к ним в офис, и там в офисе начинают рассказывать, что вот ты сейчас можешь на всю свою жизнь выкупить там себе бронь жилья там где-то в Таиланде или еще где-то, и стоит это там 4-5 тысяч долларов, но ты в любой момент в течение там ближайших 10-15 лет можешь уехать, и эта цена там не изменится, и за тобой там эта бронь останется. Вот такая модель там использовалась, и вот в моменте там людей просто убалтывали, что ну типа это выгодно. На самом деле им просто убирали порог критического мышления, и они им в порыве эмоций совершали эту покупку. Вот здесь уже все, что делают вот эти вот закрытые так называемые туристические клубы, они уже пошли в массовую розницу. Причем в Казахстане уже огромное количество людей, которые обожглись, уже понимает все, что все-таки выгоднее, да, горячий тур купить или там копить на свою поездку. Все сводится к тому, что ты вносишь взнос какой-то вступительный, тебе дают доступ к сайту, где ты выбираешь либо круизы, либо бронь жилья. Основной продукт все равно там или круизы, или бронь жилья. Вот. И ты копишь вкладывая туда, там, по-моему, $130 там, или что-то в этом диапазоне было. И копишь себе там на поездку. И эти деньги, понятное дело, превращаются в баллы, денег у тебя уже нет. Вернуть деньги ты можешь только по истечении 14 дней, а после ты вернуть не можешь. Вот. И самая главная проблема какая? Они собирают большие залы, рассказывают про путешествия, показывают вот эти там круизы красивые, там, страны и так далее. Но люди в моменте не понимают, что это просто бронь жилья или бронь круиза. Туда же нужно долететь, правильно? Долететь раз. Если ты, тем более, летишь, например, в Америку, и очень часто взрослые люди приходят на вот такие посиделки, презентации. Ну, лететь в Америку по самому дешевому тарифу, там, грубо говоря, 2 суток, а потом пробыть там неделю, наверное, это, мало от этого удовольствия, да? Страховки, соответственно, нет. По детям, то есть кто с тобой едет, не во всех поездках, не во всех бронях там понятно. Завтраки, опять же, не везде есть. То есть вот этот вот весь клубок накладных расходов, который к тебе сверху ляжет, ты его в моменте, когда начинаешь входить в этот клуб, во-первых, не понимаешь, во-вторых, тебе об этом никто ничего не говорит. Ты просто ставишь галочку, подписался, а потом все споры решаются по законодательству Пуэрто-Рико в штате Калифорния, там, пожалуйста, нанимайте адвоката. Вот. В итоге люди копили, да, допустим, потом сталкиваются с тем, что необходимо купить еще билет на путешествие, на саму поездку. Оказывается, что на детей эта бронь не распространяется, туда, куда ты хочешь поехать. Еще и там не всегда те даты, которые тебя устраивают, но это ладно. И самый главный момент, там есть страны, в которые ты можешь поехать только по визе, а если тебе визу не дали, но ты уже забронировал это жилье, то все, извините, как бы твоя поездка вся сгорела. Вот. Поэтому здесь мне нравится подход Польши. Кстати, одна из сильнейших экономик в Европе, это точно, да? Они назвали вот эту схему пирамидальной консорциумной схемой, которая формирует свою выручку за счет вкладчиков, а не за счет продажи каких-то турпродуктов. Оштрафовали один из таких клубов почти там, по-моему, на $1,5 миллиона, запретили работу, они там сейчас что-то судятся, но это все висит на сайте управления по защите конкуренции и потребителей Польши. То есть вот есть такие вещи, а есть вещи, когда у нас они уже почти до дна дожали. То есть мы видим, что по комментариям, как они здесь поработали, здесь 3 клуба работали, они практически тут всех разочаровали уже в этой истории. Вы знаете, вот я считаю, что у нас неплохая информационная работа в этом отношении в Казахстане. Но почему же люди все время попадают вот в такие вот неприятные ситуации? Информационная работа на самом деле очень сильно усилилась, да, то есть она есть и достаточно хорошо ведется, но первое, очень часто я вижу то, что эта информационная работа ведется не совсем там, где внимание потребителя.
Вот, например, я буквально недавно ходил по Алмате, и там висят баннеры про финансовые пирамиды. Это огромный баннер, на котором мелким шрифтом что-то написано. Ну, я вот особо разглядеть даже не смог. Да? То есть, во-первых, это государственные деньги, потому что это не бесплатно висит. Во-вторых, ну, по сути, это повешено для галочки. Почему? Потому что я постоял, посмотрел там несколько минут, на этот баннер там вообще никто внимания не обратил. Вот. Все люди у нас даже дорогу вот так со смартфоном переходят. Да? Поэтому очень часто та информация, которую государство хочет донести, оно не там, где внимание людей. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что постоянно выкладывается информация, и полиция информирует, и агентство по финансовому мониторингу информирует. Очень серьезные порталы, там Закон КИЗ, да, очень много серьезных порталов постоянно публикуют новости, что возбуждено уголовное дело по такой-то финансовой пирамиде, или вот задержаны дроперы, или не делайте вот такие-то, такие-то вещи. Но, тем не менее, до наших людей не всегда, до наших казахстанцев это не всегда доходит, по той простой причине, что огромное количество людей находится в поисках быстрых заработков, и если, как я говорил уже, им начинают выплачивать какие-то деньги с того момента, когда они сделали взнос за какую-то непыльную работу, и, может быть, еще они получают за то, что приводят туда каких-то людей, они, конечно, на это уже обращают внимание по-другому или не обращают внимания вообще, судя по тому, как мы это видим. Потому что даже наш контент, который мы выкладываем, я где-то думаю, что 20% на него реагирует так, что мы все поняли, да, то есть понятно, вкладываться нельзя. Вот. Очень часто к нам прилетают вопросы: дайте, пожалуйста, реферальную ссылку, чтобы я зашел вот на такой-то сайт, в такую-то пирамиду. То есть человек хочет на самом старте зайти в какую-то пирамиду для того, чтобы туда заработать. То есть это ему уже все равно, что делает государство. То есть он конкретно хочет заработать. Вот. Поэтому здесь, грубо говоря, мы еще будем, какой-то путь проделаем, скорее всего, это будет непростой, долгий путь, прежде чем мы минимизируем всю эту историю. И, конечно, здесь вот это слово, да, там словосочетание, финансовая грамотность, финансовая культура, но оно в нашей стране все пройдет через жесткую боль. Это раз. И, конечно же, здесь хотелось бы, чтобы... Мы, к сожалению, этим не занимаемся пока, и не планируем, да. Людям нужно давать какие-то доступные, понятные продукты с точки зрения того, как все-таки инвестиционный рынок работает законный, да. Почему? Потому что к нам очень часто приходит претензия: вот, вы только всех поливаете, говорите, что это пирамиды, вот лучше расскажите, как нам заработать. И в этой ситуации я этим просто не занимаюсь, да, то есть платные какие-то версии, как заработать, там есть люди, инвестиционные консультанты там и так далее, но, опять же, мне очень часто задавали вопрос, почему люди идут в пирамиды, а не на инвестиционный рынок, да, наш фондовый рынок. Ответ очень простой. Там офферы не такие сладкие, как в финансовых пирамидах. Никто тебе там на фондовом рынке в день по 1% платить от твоего вклада не будет. С этими фондовыми рынками тоже мне периодически звонят, приглашают, но там ребята из серии Байтерек, ТНГ, я уже понимаю, что непонятно, кто звонит. То есть у людей явный акцент, это явно не из Казахстана. Периодически предлагают мне принять какую-то посылку Казпочты. Вот скажите, пожалуйста, наиболее такая, мне кажется, очень острая проблема, что мы получаем СМС от 1414. Это же вроде как бы государственная система. А потом выясняется, что это, собственно говоря, мошенники. Вопрос у меня такой в этой связи. Скажите, мошенники же откуда-то берут наши данные персональные? Вот вы сказали, что в ТикТоке, да, сам слил, им вот эти наши данные персональные пришли. Как вы думаете, Юрий, может ли быть такое, что наши персональные данные напрямую сливают банки и государственные органы? Смотрите, вот до сих пор сейчас выходит реклама, она выходила 3 или 4 года назад в первый раз, когда мы зафиксировали ее. Проверьте себя в списке людей, которые могут получить государственное пособие, там, 1 000 000 тенге. Да? Выходит реклама. Заходим туда, я ввожу туда свой ИИН в строку, и выходит мое имя с первой буквой фамилии и дата рождения. Да? То есть получается, что я-то понимаю, что это сайт мошеннический. Да? Получается то, что мои данные, то есть минимум мое имя, фамилию и дату рождения уже кто-то знает на той стороне. И, соответственно, когда дальше вываливается, да,
уважаемый Юрий Виссарионович, вам одобрено пособие. Конечно, другой человек может и довериться, да, откуда же там по его ИИНу это все выходит. Вот. Если говорить конкретно, утечки есть. И одни из крупнейших утечек, лично я, которые видел, это были из государственных баз данных. И по ним на данный момент, я не знаю, какой статус, но в прошлом году там, по-моему, 120 человек задержали. Вот. Если вы слышали, там периодически и коллекторов задерживают, потому что они покупают там какие-то данные, не буду называть эту базу, да, потому что она просто не соответствовала вообще там никаким требованиям безопасности. Вот. Там за абонентскую плату ты мог входить туда в течение месяца и выгребать номера, адреса там людей без проблем. Если это могли, условно говоря, делать коллекторы, что там стоит мошенникам заплатить и там скачать ее в каком-то там виде. Вот. Это то, что я знаю, да, то, что я видел. Есть еще такие вещи. Мы знаем, что наша полиция очень часто выезжает в Украину и проводит совместные операции, и там закрывают колл-центры. Правда, пока, к сожалению, мы не видим приговоров судов, да, то, что кого-то там за это посадили, возместили убытки там, и так далее. Мы не знаем, на самом деле, может, эти люди переехали там в другое здание. Да? Но, тем не менее, эти операции проводятся. И это непроверенная, сразу говорю, информация, но мне сказали, что у мошенников в Украине были стопки бумаг и документов, маркированные Еговом. Да? И отфильтрованные по возрастам, там пенсионный возраст, вот там обычно же самые, скажем так, незащищенные с точки зрения давления, это пенсионеры, и мы это видим. Вот, поэтому, еще раз говорю, это неподтвержденные данные, но я этому не удивляюсь. И вот это вот уголовное дело, по которому задержали огромное количество людей, конечно, было бы интересно посмотреть, а чем же оно там закончится в итоге. И, соответственно, еще есть у нас способы, они во всем мире известны, это фишинг, да, когда крадутся данные или собираются данные. Огромное количество ресурсов, которые под эгидой того, что выиграй iPhone, квартиру, там, машину или еще что-то, собирают данные людей. Это, конечно, не сразу там ты кусок какой-то скачал откуда-то, да, но этого очень может быть достаточно. Подскажите, пожалуйста, а как ваши проекты помогают людям, да, как бы защищаться от кибермошенников, от мошенников? Значит, наш проект, мы стараемся находить лохотроны, лжеинвестиционные проекты и финансовые пирамиды, как только они появились, и давать людям материал для размышления, показывая через призму там, нашего экспертного взгляда, почему туда не надо идти. Вот. И этих распаковок, там, я не знаю, не считал, сколько у нас есть, их достаточно большое количество накопилось. То есть наша основная деятельность – это предупреждение. Второе, конечно, если кто-то уже попал, мы помогаем юридически сформировать пакет документов, там, подать его в правоохранительные органы, потому что были случаи, когда у людей либо не принимали заявления, либо им там отказывали, приходилось помогать обжаловать, тоже об этом у нас много отзывов есть. Вот были даже случаи, когда мы вместе, в частности, с департаментом полиции Павлодара, вот большое спасибо, собственной безопасности, прям нашли мошенников. То есть пожилого мужчину, он ходил там... У него трафик был, где-то он то ли на работу ходил, то ли еще что-то. Его приметили мошенники на перекрестке. И потом в какой-то момент к себе в машину посадили. Говорят, мы полиция, там так далее. Дай свой телефон, мы сейчас проверим. И в моменте он там прошел биометрию, на него наоформляли кредиты. И, короче говоря, они их обналичили и скрылись. Вот. Когда он об этом узнал, опять же, благодаря коллекторам, мы быстро обратились в департамент полиции и этих людей нашли, осудили. И потом мы еще дольше добивались, чтобы с этого человека эти кредиты списали. В этой части хочу вот поблагодарить Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, в частности, руководитель этого агентства помог и повлиял, кредиты убрали. Мучился там человек 4 года, по-моему. Вот есть такие кейсы. Но в любом случае основное то, что мы делаем, это как можно более ранняя распаковка финансовых пирамид и лжеинвестиционных проектов, и их демонстрация изнутри.
Вот. Сейчас, кстати, мы также погрузились, ну не сейчас, вообще в процессе работы мы погрузились в трафик рекламы, стали смотреть, ну мы же знаем, да, основной источник продаж – это реклама, стали смотреть, откуда реклама, понятное дело, там соцсети очень большой сегмент занимают. Вот. Но, тем не менее, наши казахстанские СМИ, они регулярно публикуют рекламу. Мягко говоря, это непроверенная информация о каких-то иностранных финансовых консультантах или брокеров. На самом деле это чисто мошеннические схемы, и это уже, по сути, там доказанная история. Вот. И мы видим, что по официальным данным Министерства информации, за 2025 год они заблокировали там что-то порядка 11 тысяч разных ресурсов, ссылок с признаками мошенничества. В 2024 году они заблокировали порядка 11 тысяч различных ресурсов и ссылок с признаками мошенничества. В 2025 уже 11 тысяч они накопили к октябрю месяцу. Да, то есть трафик, по сути, вырос. Вот. Если мы сейчас в моменте зайдем, вот буквально мы вчера перепроверяли, вручную мы видим 158 ссылок с .kz, где рекламируется 50 лжеинвестиционных проектов. То есть сейчас они есть. Вот, поэтому, если говорить о том, что делать помимо того, что там, например, Стоп-пирамида делает, ну, конечно, нужно разбираться вот с этой рекламой, которая, по сути, ну, не могу вообще цензурных слов подобрать, как это все происходит. Вот. Наш финансовый регулятор, немного его покритикую, в марте месяце, по-моему, была публикация, объявил о том, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка имеет в качестве своего надзорного приоритета, значит, пресечение рекламы лжеброкеров. И вот мы разработаем искусственный интеллект на эту тему, значит. Вот. Но у меня сразу возник вопрос такой. Во-первых, мы когда писали, еще на заре, когда мы там начинали этим заниматься, говорили, что вот лжеброкер, примите меры. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка нам говорили, что это к нам не относится, ты вообще не по адресу. Да? То есть получается, что надзорный приоритет сделать ИИ это по адресу, как бы, да, который будет находить рекламу лжеброкеров, а разбираться с лжеброкерами не по адресу. Ну ладно, хорошо. Следующий вопрос тогда, да. Когда вы делаете какой-то продукт на базе ИИ, который будет находить рекламу, да, ее как-то идентифицировать через какой-то верификатор там и так далее, у вас должен быть очень хороший датасет, то есть вы должны какой-то путь пройти, накопить опыт, превратить это все в датасет, вытащить оттуда паттерны все, да, и, соответственно, начать правильно делать машинное обучение. Если агентство не занималось жалобами, по сути, людей, да, если они последний раз, я не помню, когда они обновляли свой список, у них тоже есть черный список, по всяким проектам. Кстати, очень полезная вещь в свое время, на самом деле, этот список был. Они, по-моему, там в январе какой-то проект туда посадили. С января там уже сотни проектов пролетело через Казахстан. Вот. Я к чему? Это критика к чему? К тому, что первое, нахождение рекламы лжеброкеров не решает проблемы. Почему? Потому что одни и те же люди сегодня называют себя лжеброкерами. Завтра они говорят, что мы криптобиржа. Послезавтра они говорят, что мы маркетплейс. Послезавтра они собирают как фишинг там какие-то данные. Да? То есть сам продукт, который нужно блокировать, находить, идентифицировать и блокировать, он гораздо шире понятия лжеброкер. И грубо говоря, выстрел там по одной ноге сороконожки, вряд ли сделает так, что она куда-то там не добежит до своей цели. Вот, поэтому в этой части, конечно, нам нужно больше межведомственное взаимодействие, особенно с агентством по финансовому мониторингу. И вот здесь где-то, да, должен родиться какой-то продукт, о котором можно говорить, чтобы он там выявлял, там пресекал рекламу. И самое главное, что? Чтобы он, заблокировав, все-таки искал, а куда ведут концы, да, и кто к этой схеме там имел какое-то отношение. Почему? Потому что сама блокировка, она что-то, механически вы блокируете, но тем не менее до людей-то все равно это долетает.
каким-то образом. Почему? Потому что есть сарафанное радио, там есть всякие способы, когда людей собирают на одну посиделку, а на этой посиделке рассказывают совсем другое. Тут у меня такой вопрос. Вот есть аксиома «критикуешь, предлагаешь». Что вы предлагаете? У вас проект какой-то есть совместно там, может быть, с организацией, может быть, вы хотите посредством ИИ что-то предложить. Есть у вас какие-то конкретные предложения? У нас есть, во-первых, мы уже этим занимаемся. Да, то есть третья версия сайта, которая, кстати, большое спасибо компании «Царка», у них есть целый блок в ЕГОВ Mobile. Они пригласили нас, чтобы проект «Стоп Пирамида» тоже вышел вот в ЕГОВ Mobile, называется этот раздел «Намадгард». И казахстанцы могут сразу попадать к нам на сайт, оставлять заявки, проверьте такой-то проект, или посмотреть, что там на этом сайте, в этой базе уже есть. Вот. Особенно популярна тема, до сих пор популярна тема даже не пирамид, а покупок в интернете, потому что очень многие люди продолжают покупать айфоны там не по миллиону тенге, а за 200 тысяч тенге, там, знаете, ну, вот такие вещи. Вот. И в этой части мы уже сделали определенную работу, и сейчас мы дорабатываем свой ресурс, несколько и помощников, которые помогут в том числе через наш датасет, который Стоп-пирамида формировала в течение 5 лет практически, да, которые будут находить то, что мы считаем высоко рискованным или имеющим признаки финансового мошенничества, и чтобы мы это выкладывали в определенной базе с доступом казахстанцев. Вот. Теперь вопрос такой. Вот мы плавно подошли к тому, что вы сейчас будете, уже баллотируетесь в депутаты. Скажите, пожалуйста, какие бы вы хотели затронуть вопросы и поднимать, чтобы решить те проблемы, которые у нас есть? Тем более, что в программе Акжола вы делаете большой акцент на контроль, государственных финансов. Можете об этом рассказать? Большое спасибо за вопрос. На самом деле, наверное, это более ключевой вопрос, нежели чем борьба с финансовыми пирамидами и так далее. Почему? Потому что если мы на простых людей как-то еще можем их укорить, да, вот пусть меня, кстати, простят люди, которым это, может быть, на самом деле звучит обидно, когда я говорю лохотроны, вот вы там ведетесь, но это уже профессиональный сленг. Почему? Потому что те люди, которым мы можем помочь, они с нами в контакте, они с нами нормально общаются, они понимают, что мы делаем, и у них к нам вообще нет никаких претензий. Да? Вот. С точки зрения государственных финансов, там сидят люди в больших кабинетах. Там огромные ресурсы, аудиторы, планы и так далее, да. То есть здесь, кстати, от депутатов уже несколько раз тоже это прилетало, а где финансовая грамотность у самого государства, это касалось суверенного долга в частности. Типа мы много в долг берем, где здесь финансовая грамотность. На самом деле все очень просто. Мы берем за X количество лет отчеты сначала счетного комитета, а потом, то есть теперь отчеты Высшей аудиторской палаты, и смотрим, какие там замечания. И, на мой взгляд, там постоянно повторяющиеся замечания. Неэффективно потраченные деньги, как-то неэффективно перераспределенные между статьями расходов деньги, а это значит, они свободные деньги. Да? То есть можно было в долг не брать и сразу в правильную статью расходов поставить, и все. Да? Похищенные деньги, какие-то проекты, которые хотели запустить, а теперь их не нужно запустить. И вот здесь, конечно, здесь разговор совсем другой. Почему? Потому что это не простой гражданин, который попал в какую-то мошенническую схему, а это деньги народа. И у нас Конституция, да, говорит, что все ресурсы, которые в том числе природные, это по сути собственность народа, народ управляет ими через государство. Так получается, что все, что имеет наш бюджет и национальный фонд за счет продажи этих ресурсов, это по сути тоже тогда и народное. Да? Если это народное, тогда давайте как-то будем подходить к этому хотя бы с той точки зрения, что если мы получаем очередной отчет палаты, Высшей аудиторской палаты, он отличается принципиально чем-то от того, который был до этого. Мне бы очень сильно этого хотелось.
Вот. Здесь, конечно, делается ставка там, на цифровизацию, на цифровой тенге там, и так далее, но, на мой взгляд, здесь это все, опять же, нужно делать вкупе с историей, скажем так, она называется приватизация, да, это мы можем коснуться отчетов уже АЗРК, Агентства по защите конкуренции, где уже давно известно, какие у нас активы убыточные, от которых нужно избавиться, да, где уже давно известно, какие компании квазигоссектора работают в конкурентной среде. Мне кажется, вот эти вопросы нужно их вкупе решать. Почему? Потому что, во-первых, государство уменьшит свою долю в экономике, туда автоматически начнет заходить частный бизнес, а соответственно, государство, уменьшив свою долю в экономике, особенно в нерентабельных для нее секторах, там сократятся по-любому расходы там, на все, что там может быть от водителей до директоров и советов директоров там, и так далее. Вот. Поэтому здесь, конечно же, особенно с учетом того, что мы уже видим, когда у нас будут проблемы с объемами добываемой нефти, да, то есть когда у нас будут проблемы с объемом выручки из-за рубежа, да, мы здесь точно должны понимать, что текущая ситуация, это, грубо говоря, тот последний шанс, когда мы деньги, во-первых, правильно должны аккумулировать и их вкладывать, и понимать, что если они куда-то вкладываются, то это либо дает правильный выхлоп, да, с плюсом, либо это те социальные направления, которые, ну, государство обязано поддерживать, и оно делает это тоже правильно, да. Вот, поэтому глобально я за то, чтобы подход к управлению государственными финансами был изменен. Можно такой вопрос? Вот мы говорим, да, с вами о казахстанцах, о власти, о том, как работают государственные органы. Если с казахстанцами понятно, то там, скорее всего, я могу ошибаться, менталитет бедности. Да, вот все-таки, да, вот какое-то непонятно, что-то заработать хотят. Очень близко, да. Вот мне кажется, что это. А что тогда с нашими госорганами? Тотальная безграмотность или вредительство? Вот то, о чем мы сейчас с вами говорим. Что с ними происходит? Они же вроде все понимают. Вот очень хороший вопрос. Мы на самом деле, кстати, если посмотреть всю историю вот нашего паблика «Стоп-пирамида», мы очень сильно сейчас снизили риторику критики по отношению к госорганам. То есть мы заняли позицию помощи. И причем эта помощь реальная, и органы регулярно к нам обращаются. У нас официально закрепленные отношения, рабочие, да, отношения, не просто там на бумаге меморандумы. Вот. И я вижу, что самым слабым является место – это межведомственное взаимодействие. Почему? Потому что как только госорган видит, что это на самом деле там, его особо не касается, но он к этому может иметь отношение, например, чтобы как-то инициировать изменения там, в законодательстве, потому что тоже правительство, оно может являться инициатором, да, законопроекта. Здесь, конечно, никто этого делать не будет до тех пор, пока бочка с порохом какая-то не взорвется. Вот поэтому межведомственное взаимодействие – это самое слабое место, где нам нужно расшиваться. Почему? Потому что, например, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Там были сделаны правильные меры для того, чтобы снизить там, вот этот вот потребительский шопинг, да, кредитный потребительский шопинг. Эти меры были сделаны, но они были сделаны так, что легальный рынок сузился, а на нелегальный сразу вышла куча игроков. Понимаете? И сейчас сам инициатор, по сути, этих изменений по снижению потребительского кредитования не знает, что делать с нелегальным сектором. Это я вам как факт говорю. Понимаете? Потому что у меня бумаги есть на руках. Вот, соответственно, мы начинаем обращаться в агентство по финансовому мониторингу. В агентство по финансовому мониторингу это правоохранительный орган, им просто так возбудить уголовное дело, даже по пирамидам, когда говорят, почему по пирамидам вы там не возбудили там, и так далее, над ними прокуратура есть. И когда ты придешь в прокуратуру, там, я хочу возбудить уголовное дело, и там потерпевших, например, нет, ну, высока вероятность, что тебя развернут и скажут, иди, найди там потерпевших. Вот. И здесь, получается, в этой ситуации, когда идет массовое нелегальное кредитование потребительское, там вообще миллионные ставки просто, это неподъемные ставки, да, сейчас, получается, госорганы вступ встали. И мы были вынуждены обратиться в администрацию президента о том, что такая ситуация. И администрация президента, увидя, понятное дело, такое, это беда называется вообще финансовая, да, они были вынуждены собрать совещание и начать вот эти вот там, грубо говоря, все-таки, чтобы стрелки на ком-то сошлись.
И вот это вот межведомственное взаимодействие, которое как бы должно быть по факту по телефону, там, а давайте как-то решим, давайте там что-то сделаем, оно просто поднимается туда наверх. Вот. И я думаю, что если ЕО-Тыныш посмотреть, мы там увидим все красные зоны, там вот эту тепловую карту какую-то посмотреть, мы там все увидим. Скажите, пожалуйста, почему вы решили именно от партии Акжол баллотироваться в депутаты? Как давно вы с партией? Смотрите, в 7-м созыве, во-первых, я с Данией Мадиевной Испаевой, вот вновь избранный председатель партии Акжол, мы в одном комитете работали. Да, то есть 2 года постоянной работы вместе. И одна из самых активных фракций, которая была в 7-м созыве, и не только в 7-м созыве, и вот в последнем мы видели, как они вели работу по налоговому кодексу, в частности. На мой взгляд, это наиболее понятная партия с понятной повесткой и с понятными действиями и людьми. Да, то есть там нет какой-то пелены блогеров там, в виде шторок, знаете, за которыми ты пытаешься найти какую-то суть. Вот. Здесь конкретные люди, если это человек, ты понимаешь, что он вот вышел оттуда, занимался там тем-то, у него там бизнес, там, допустим, был. Там, максимально по людям все понятно. Вот. По тем вопросам, которые они поднимали, и особенно в последнем созыве, которые вопросы поднимали по налоговому кодексу, и как они по нему голосовали, для меня нет вопросов. Это, не знаю, там для эфира нормально или нет, но это не зашквар вообще с такой партией куда-то двигаться. Вот. И учитывая, что на данный момент у нас по действующему законодательству и по конституционным законам ты можешь входить в парламент только через партии, то как бы линейка, она по сути небольшая. Вот. Каким образом туда можно двигаться. Финальный вопрос. С чего начинаются перемены? Перемены всегда начинаются с признания того, что не так. Вот есть 3 составляющие. Это когда ты признаешь, что не так. Второе, ты начинаешь двигаться в этом направлении. Да? И третье, ты прилагаешь к этому максимальную волю. Да? То есть сама инерция, она результата не даст. Вот, поэтому есть интеллектуальный момент, есть волевой момент. Признание ошибки – это уже половина победы. Вот. Если ты будешь правильно это додавливать, правильно корректировать свой путь и не отпускать этот вопрос, видя при этом позитивные изменения, которые, кстати, мы знаем, да, любая болезнь там, она через обострение сначала идет. И вот, кстати, у нас в экономике, скорее всего, тоже через это придется пройти. Вот. Не скорее всего, а придется пройти, рано или поздно. Поэтому, признав ошибку, ты уже половину победы совершил. Вторая половина победы, самое сложное, дожать этот вопрос, понимая и прилагая к этому волю. Спасибо большое, Юрий, что пришли к нам в студию. Спасибо вам за знания, за компетентность. Желаю вам удачи. Всего доброго. Большое спасибо, взаимно.